Если доминирует преимуществом и авторитетом больше женщина, конечно, за женщину. Если доминирует мужчина, авторитет в регионе, в обществе больше у мужчины, за мужчину. Это надо посмотреть, кто из них более авторитетами, у кого рейтинг выше. За того я бы голосовал. Я думаю, тут к этому вопросу нужно подходить комплексно. Во-первых, менталитет наш считает, что мужчина более справится в этом вопросе. В каком вопросе, непонятно. Хотя в законодательстве, законотворческая деятельность – это основная функция депутатов наших. Я думаю, что женщины заткнут за пояс многих мужчин. Главное, чтобы женщины хотели идти в политику. Желания нет. Дом, быт – это тоже то, что останавливает женщин, они не идут в политику. Я бы выбрал мужчину, потому что мужчина еще ближе к более ответственно делу и относится, и по-другому ведет все дело. А почему ты считаешь, что женщина не справится? Потому что женщина должна по дому, по хозяйству. А мужчина уже, как мужчина, он должен по-другому относиться к делу, понимать посерьезнее. Мужик должен руководить народом. Вы так считаете, да? Я так считаю, что везде руководит дома мужик. Женщина все делает, но мужик больше дома хозяин, как и везде должен быть мужик. Главное, чтобы умная была, во благо народа делала, там не имеет значения женщина, мужчина. Ну, есть так, что именно мужчины должны руководить. Во-первых, женщины более спокойные и более сообразительные в этих отношениях. Более. Мужчины, я не говорю, что обижать мужчин, я сам мужчина. Я не хочу обижать сам себя и остальных. Я отвечаю за себя, я за остальных не отвечаю. Вот. И поэтому женщин должно быть. Я считаю, что лучше вообще женщину в политику не быть там. Вот это народном и там примари мало, да. Ну, женщины должны дома с детьми кушать, готовить, детей убирать. А в политику лезет. Ну, мое мнение, допустим, везде нужно и женщина, и мужчина. Не нужно выбирать, что сильный пол или слабый пол. Вот, это мое мнение. А то, что меньше женщин выбирают, это уже вышестоящие органы, они сами выбирают. Мне кажется, сам вопрос имеет исторические корни. Изначально гендерное неравенство мужчин и женщины. Вот. Поэтому это не разово изменить ситуацию. Вот вчера было 20 мужчин и 1 женщина. Нужно время, мне кажется. И вторая часть вашего вопроса. Мне кажется, на сегодняшний день все грани между мужчинами и женщинами стерты. Будет достойный претендент, почему бы не поголосовать про женщину? За женщину, вернее. Ну, я уступил бы женщине, наверное, все равно. Почему? Ну, они добрее. Мужики есть мужики, они свое, как говорится, толкают. Но женщины более понимают. И опять же я склонюсь к тому, что насчет армии они могут добиться много чего. Мир изменился до такой степени, что просто люди забыли свое предназначение. А Богом предназначено было женщине хранить очаг, воспитывать детей и быть любящей и любимой женой.